Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, друзья. Я думаю, что самый главный ресурс – это время, поэтому начнем вовремя. Я всех рада приветствовать сегодня на площадке диалога о развитии благотворительности и добровольчества в Якутии. Сегодня она проходит у нас в формате телемоста. К нам подключены представители муниципальных образований республики. И сегодня здесь в студии и с нами онлайн будут подключены как представители администрации муниципальных образований, так и волонтерские корпуса, некоммерческие организации, лидеры местных сообществ, представители бизнес-компаний и корпоративные волонтеры бизнес-компаний. Поэтому я думаю, что наша площадка будет достаточно информативной и, самое главное, эффективной. Сегодня это место диалога, партнерства, выработки конкретных решений в целях развития благотворительности и добровольчества для оказания помощи жителям Якутии, которые по той или иной причине оказались в трудной жизненной ситуации или кризисной ситуации, беженцам, семьям участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Но в первую очередь я хочу выразить благодарность компании «Сахамедиа» и команде медиацентра за предоставленную возможность и информационную поддержку нашего мероприятия и проекта. И хочу представиться, с кем мы не знакомы. Меня зовут Ольга Вешникова, я являюсь генеральным директором Единого ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив республики, а также руководителем благотворительного фонда «Семья для ребенка». И позвольте мне сегодня выступить в качестве модератора. Сразу хочу озвучить основные правила. У нас тайм-менеджмент, мы должны уложиться час-полтора. Просьба к спикерам, участникам также 5-7 минут, не более. На все вопросы, предложения, которые будут к нам поступать онлайн через чат YouTube-канала или через WhatsApp по номеру 8 914 2 701 082, мы сможем с вами в конце обсудить, по возможности ответить на вопросы и возьмем на заметку все ваши предложения. И разрешите представить уважаемых спикеров сегодняшней площадки: Георгий Николаевич Михайлов, руководитель администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия; Елена Александровна Волкова, министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия, подключится к нам онлайн; Евгений Евгеньевич Амбросьев, ИО директора автономной некоммерческой организации «Центр по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия; Алена Ивановна Кычкина, председатель Якутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», председатель комиссии поддержки некоммерческого сектора и межнациональных отношений Общественной палаты Якутии. К нам сегодня присоединилась Анжелика Анатольевна Тупицына, руководитель ресурсного центра «Спас», руководитель православной службы помощи милосердия 14, и Местников Алексей Александрович, заместитель генерального директора акционерной компании «Железные дороги Якутии». Добрый день, уважаемые коллеги, я рада всех приветствовать и хочу сказать, что даже вот сегодня так называемый президиум, он состоит, как вы видите, из представителей власти, представителей бизнеса
и представителей общества. И, собственно, мне кажется, основной посыл, который мне бы хотелось, и я думаю, что наши уважаемые гости в студии поддержат, это объединение усилий. Объединение усилий, партнерство, коллаборация, сотрудничество в интересах поддержки тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, в целях развития благотворительности и добровольчества в республике. И хотелось бы сказать, вот буквально вчера закончилась конференция форума доноров, 20-я конференция в Москве, где центральной темой обсуждения стала новая реальность филантропии в России. И за это время сектор у нас пережил и турбулентность, и трансформацию. Я как представитель единого ресурсного центра могу сказать, что у нас ликвидировались и были закрыты некоторые некоммерческие организации, зато у нас появились новые активные волонтерские организации, фонды, которые готовы принимать пожертвования, которые занимаются фандрайзингом и помощи, прямой помощи, кстати, целевым группам. Прямая помощь – это у нас, может быть, вы помните, старт этих кампаний началась во время ковида, во время пожаров. Ну и сейчас мы продолжаем эту историю помощи людям в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, людям, одиноко проживающим престарелым гражданам. Помните акция «Мы вместе», которая была у нас достаточно активно проходила, участники и организаторы сидят у нас за столом, общественный штаб, давайте вспомним прошлый год, когда объединились представители СМИ, блогеры, власти и бизнеса, некоммерческого сектора и волонтеры, и которые делали свое дело, и очень большое количество волонтеров было отправлено именно по борьбе с пожарами, ликвидации последствий. И форум у нас прошел летом 24 июня, где мы говорили о партнерстве и устойчивом развитии, и где мы говорили о том, что нас объединяет. Оказывается, нас объединяет любовь, мечта и беда. И здесь нам просто нужно, вот сегодня я бы хотела поговорить о тех возможностях, где можно получить помощь, если кто-то в ней нуждается, и какие технологии, какие практики, какие формы этой помощи у нас сейчас в республике и в муниципалитетах есть. А можно презентацию включить, пожалуйста? Да, и вот в доказательство, что я хочу сказать, что мы всегда опираемся на факты. Было исследование в ЦИОМ совместно с фондом «Обнаженные сердца». Это абсолютно свежие факты о том, что, к сожалению, не всегда наши граждане, наши жители готовы бесплатно отдавать что-то людям незнакомым. Чаще всего мы помогаем родственникам, да, и помогаем чаще всего деньгами. 21% опрошенных жертвуют деньги, только 21%. Я хочу сказать, что это совсем немного, это меньше четверти. А это мировая практика, когда мы жертвуем деньги в благотворительные фонды. Это норма. Вот сборы по WhatsApp непонятным третьим лицам средств – это неприемлемо и даже сейчас не, не в тренде и не соответствует закону. Дальше. Только 30% россиян доверяют известным благотворительным организациям и фондам. И это, наверное, наш вызов нам, некоммерческим организациям. Нам надо быть более активным и более информационно доступным. 40% опрошенных считают, что нужна более прозрачная система использования пожертвований. 42% опрошенных считают, что плохо информированы о работе благотворительных организаций. Люди просто не знают, кому помогать. И 23%, смотрите, респондентов отметили, что им не хватает опыта в добровольческой работе, и люди не знают, как помогать другим. А вот это исследование провел Единый ресурсный центр в этом году. Уровень вовлеченности населения в добровольчество и в различного рода активностей. И опять же, практически идет корреляция, да, и с федеральным исследованием о том, что мы готовы в половине случаев помочь деньгами безвозмездно, мы готовы 45% и более помочь вещами, участвовать в различных мероприятиях, мы готовы помогать продуктами,
оказывать бытовую помощь и также быть пробоно волонтерами. Но нам больше всего понравился вот справа зелененькая диаграмма о том, что, посмотрите, у нас в 100% случаев опрошенных было около 2000, 1976 респондентов по республике. Это сделал наш центр. В 100% случаев наши жители, активные граждане, просто жители, готовы к участию в общественных проектах. Просто мы не знаем как, куда обращаться и где точка входа. И вызовы нового времени, мы можем это сейчас оспорить и подискутировать на эту тему, но мы считаем, что первое, о чем я говорила, это объединение усилий власти, общества, бизнеса и СМИ. Я подчеркиваю, что нам очень нужна четвертая власть, это средства массовой информации. У нас новые запросы, новые услуги для новых целевых групп. Еще в прошлом году мы в свои проекты, мы некоммерческие организации, не включали такие целевые группы, как беженцы, семьи участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации. У нас к нам НКО вызовы, что мы должны быть сильными, устойчивыми в решении актуальных задач. Я думаю, было бы здорово, если бы органы власти на муниципальном уровне, на республиканском уровне сформировали некий муниципальный и государственный заказ сейчас к нам, что потребность вот в том, сбор нужно вести вещей в этом районе. Да, беженцев у нас на территории Нерюнгринского района столько-то, они нуждаются в теплых зимних вещах, новых теплых зимних вещах, да, ну и плюс услуги, чего нет, потому что что сложно, что может быть медленно сделать на уровне государственных муниципальных учреждений, мы НКО очень гибкие, и мне кажется, сейчас мы работаем над проектами для конкурса фонда президентских грантов, мы как раз могли бы заложить эти услуги, продукты и запросы. Дальше, вовлечение в деятельность добровольцев в данный момент, ну, можете меня поправить, мне кажется, не носит системный характер, а нам бы хотелось, чтобы это была система. На форум «Якутск 4.0.0 старт» мы привозили эксперта, общественного деятеля Александра Гизалова, который говорил, что если человек, активный гражданин, 2-3 часа своего времени в неделю будет уделять, например, лежачим больным, да, в социальном медицинском учреждении, это волонтерство настоящее, это служение, но это надо делать каждую неделю, не событийно и не одноразово. У нас сейчас нет стандартов и образовательных программ подготовки добровольцев, и сегодня мы должны с Центром по работе с волонтерами договориться, как, когда и где, и мы готовы здесь помочь, привлечь внешних экспертов, потому что нам нужно готовить. Как помните, в общественном штабе у нас спасатели готовили волонтеров для того, чтобы сохранить жизни. Да? И к этому волонтеров тоже нужно готовить. Дальше информационная открытость НКО, фондов, штабов, которые сейчас есть, и ресурсных центров. Нам нужны на муниципальном уровне ресурсные центры. Это точки входа для НКО, это образовательная, методическая, консультационная, информационная поддержка. Дальше профессионализм добровольческой помощи. Мы должны быть более профессиональны. И нам нравится, мы сейчас выходим на сотрудничество с корпусом, гуманитарным корпусом Югры, у которых это НКО. Прямое соглашение с Минобороны, с МИДом и с МЧС. Они первые зашли на территорию Донбасса и ЛНР. Например, во время ковида у них был доступ к отправке и присутствию в Сирии. Они средства индивидуальной защиты раздавали. Сейчас они, в том числе с ресурсным центром Югры, там делают грантовый конкурс в Макеевке. Понимаете? Вот это НКО, которое было создано, кстати, по указу госпожи Комаровой. Умная благотворительность. Фандрайзинг, краудфандинг, да, не третьим лицам, на платформах специальных или через НКО, развитие системы корпоративного добровольчества. Здесь присутствуют представители бизнеса. Мы летом говорили о том, что здорово было бы, если каждая, особенно крупная бизнес-компания, в свои программы ESG, ну или по-старому КСО, корпоративной социальной ответственности, вы бы включали программы подготовки, развития, поддержки корпоративного добровольчества. И вообще нужны, вот на гражданском форуме, который недавно прошел, на одной из площадок говорилось о том, что МИЗО, кстати,
кстати, говорила Минимущество, что акционерные компании должны разрабатывать свои программы ESG для того, чтобы на местах оказывать в том числе прямую помощь населению. И это мы накидали тот конструктор, который нам необходим. Он в арсенале у таких развитых, устойчивых НКО есть. Вот Ягумо подросток, сидит президент у нас в зале, председатель Якутской городской общественной молодежной организации, которые точно в арсенале имеют вот эти механизмы, то есть информационные кампании. Нам нужно сейчас, я думаю, вот жителям нужно узнать точки входа, куда и как обратиться, да, чтобы получить психологическую, юридическую помощь или прямую помощь в виде продуктов, одежды и так далее. А что еще? Наставнические программы нужны для сопровождения молодых добровольцев. Мы говорим о том, что мы не всегда умеем выстраивать коммуникативные вот эти вот у нас навыки недостаточно развиты для того, чтобы выстроить диалог власть, общество и бизнес. Мы учимся говорить на одном языке с бизнесом, чтобы нас понимали, и иногда нам приходится говорить: мы не НЛО, мы НКО, давайте мы будем друг другу доверять, да. Ну и много что можно сделать, но думаю, что очень важно сейчас нам быть, ну в том числе наличие нравственно-этического кодекса добровольца, потому что даже зайти в детский дом, например, перед этим я должна пройти тестирование, анкетирование, подготовку. А если я просто хочу помочь, тогда я могу покрасить забор только с внешней стороны. Внутрь к определенным целевым группам случайных людей запускать нельзя. И поэтому мы разработали такой проект, который поддержал Фонд президентских грантов «Центр развития благотворительности и добровольчества Якутии». Здесь за этим столом сидят, можно сказать, все партнеры этого проекта. Наша задача – это развитие умной благотворительности и добровольчества для оказания новым целевым группам, которые я уже выше перечисляла. Наша задача – готовить добровольцев, вовлекать грамотно население в благотворительную добровольческую деятельность и, конечно, оказывать адресную помощь жителям Якутии. Вот у нас готово 7 коробов вот таких по сбору вещей. Они достаточно удобные. География проекта – это вся республика, но мы готовы. Сейчас хочу обратить внимание администрации Мирнинского района, Нерюнгринского и Алданского. Мы готовы эти короба транспортировать к вам. Но одно дело поставить, да, где-то точка сбора гуманитарной помощи, и другое дело, кто будет заниматься сортировкой и доводом этой помощи до адресата. Поэтому здесь должны быть точно. В Нерюнгре я вижу корпус по работе с волонтерами, в Алдане мы тоже приблизительно знаем организацию, Мирнинский район мы тоже знаем организацию. И здесь вот это опять идет у нас связка, да, и будет здорово, если бизнес-компании подключатся и сделают так, чтобы эти короба были полными. И тут есть правило, что вещи должны быть новые, не должно быть никакого секонд-хенда. Давайте будем уважать наши целевые группы, которые и так попали в трудную жизненную ситуацию. И заканчивая свой спич, хочу сказать, что у нас будет 4 основных таких блоков мероприятий. Мы запускаем школу социального волонтера, школу корпоративного волонтера, ждем предложений от районов, в том числе и улусов. Обязательно проектные мастерские, 2 мы провели, 3 ждет, и следующую неделю совместно с Минмолодежи мы проводим дни открытых дверей в едином ресурсном центре. Консультацию по вашим проектам, в том числе волонтерским, благотворительным, вы можете абсолютно бесплатно получить в общественном центре, 7-й этаж, 703 кабинет. И еще раз хочу наших уважаемых коллег НКО, лидеров и местных сообществ, которые разрабатывают проекты на конкурс Фонда президентских грантов. Дедлайн 31 октября. Пожалуйста, сориентируйтесь на вызовы, о которых мы будем говорить сегодня и уже начали говорить. Сориентируйтесь на новые целевые группы, потому что здорово, когда у нас фестивали, песни, да, сохранение наследия, культуры, искусства и так далее, но у нас есть сейчас точки, на которые нужно сосредоточиться, я считаю. Мы начнем круг благотворителей, и без бизнеса здесь никак нельзя, и я думаю, нужны республиканские муниципальные благотворительные акции, ярмарки,
дарит добро. Это наши QR-коды. С нами всегда можно связаться, мы открыты для сотрудничества, с кем-то мы лично знакомы. И что хотелось бы сказать? Ну, мы еще смотрим на регионы. Как я сказала, Югра есть гуманитарный корпус. Челябинск начал сбор, ресурсные центры, сбор спальных мешков, теплой одежды и ковриков и так далее у себя. Ну вот, оказывается, ЕГУМО-подросток сейчас занимается этим. И я бы хотела к нашим уважаемым гостям сейчас обратиться с тем, чтобы мы узнали, где, какая потребность есть и нужна. И самое главное, что мы можем предложить. Да? Вот у меня все, и я хочу передать слово Георгию Николаевичу Михайлову, руководителю администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия. Я сейчас рассажу вот этих двух активистов, которые сидят на первом ряду. Спасибо за внимание. Так, добрый день, уважаемые участники телемоста. Хочу вот по своему опыту сказать, да, что необходимо, чего мы сейчас поняли и что нам необходимо в будущем для того, чтобы это могло бы помочь в вашей работе. Конечно, в нашей республике живут очень добрые люди, у которых открытое сердце. Это мы познали во время ковида, во время лесных пожаров, во время ликвидации последствий паводка в Верхоянском районе. И вот сейчас, когда идет у нас отправка помощи нашим мобилизованным в воинские части для того, чтобы они вернулись живыми. Здесь, когда мы начали отрабатывать по помощи, я возглавляю оперштаб по оказанию гуманитарной помощи ДНР и ЛНР. У нас люди начали отправлять с северных арктических районов макарону, муку, рис. Это, на мой взгляд, нерациональный способ. Мы с такими трудами доставляем его туда, для того, чтобы тратим колоссальные бюджетные иметь. Ну, здесь потом мы вынуждены это отправлять еще обратно в сторону Донецких народных республик. Поэтому здесь нерациональный подход в этом отношении, уважаемые представители муниципальных образований. Прошу вот это, конечно, хорошо себе учесть при своей дальнейшей работе. Мы сейчас настроили работу таким образом, что мы необходимые вещи можем закупать в Москве. У нас есть связи с русской гуманитарной миссией для того, чтобы там закупили и направили фуры для оказания помощи. Но сейчас данная работа, она идет в таком плановом режиме. Проводятся благотворительные концерты, которые уже за счет продажи билетов наполняются фонды. Но кроме этого, вот хотел бы, чтобы вы обратили внимание, и Ольга Анатольевна, мы сейчас вообще не думаем и не проводим работу по помощи людям, которые уже вернулись оттуда. Раненые, у которых достаточно сложное психологическое состояние. И вот в этом отношении мы сталкиваемся с этим впервые. У нас нету обученных психологов, у нас нету людей, которые могли бы это нормально объяснить. Поэтому здесь наш запрос со стороны администрации главы в этом отношении вы могли бы помочь. Эта работа, она будет по всей стране идти, да, тем более я знаю, что есть и гранты со стороны Российской Федерации, там фонд президентских грантов, еще фонд, насколько я помню, социальных инициатив, кажется, для того, чтобы именно в этом направлении помогать в реабилитации участников уже СВО. В этом я так сам думаю. Кроме этого, мы в рамках Дня народного единства 4 ноября планируем во всех муниципальных образованиях республики провести благотворительные концерты и мероприятия, которые для сбора
необходимых гуманитарных вещей для направления на территорию вот сейчас уже братских наших субъектов Российской Федерации и для помощи нашим военнослужащим, которые выполняют свой долг воинский. Поэтому кратко все. Готов ответить на вопросы. Вот мои запросы. Спасибо. Да, спасибо. Я хочу еще дополнить, что у нас есть такой благотворительный фонд Владимира Потанина, благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, которые объявляют конкурсы. Мы дайджест периодически на своих каналах публикуем и ориентируем, как принять участие и так далее, какие ориентиры. Вот закончилось 2 больших конкурса. Здесь есть благотворительный фонд Харысхал, вот победители стали благотворительного фонда Владимира Потанина. Есть фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который также выделяет гранты на это. Да, Рыбаков фонд, Горчаков фонд, президентский фонд культурных инициатив. Это, кстати, еще хотела бы добавить, что в федеральные грантооператоры сейчас добавили новые тематические направления. У фонда президентских грантов появилось направление поддержка семей участников специальной военной операции граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации. И в конкурсе сохраняется тематика, связанная с помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Да? И также президентский фонд культурных инициатив начнет конкурс 20 октября. Добавлено новое направление «Мы вместе». Да, и это направление, обратите внимание, да, учреждение, индивидуальный предприниматель, учреждение культуры, индивидуальный предприниматель НКО, и направление посвящено культурной интеграции с Донбассом и освобожденными территориями. Дальше, мне кажется, в конкурс главы Республики Саха-Якутия на будущий год, это у нас, наверное, февраль будет, да, мы являемся администратором этого грантового конкурса, около 100 миллионов рублей ежегодно, беспрецедентная поддержка с привлечением софинансирования фонда президентских грантов. Наверное, нам также нужно новое направление определить, те запросы на психологическую помощь, на сопровождение социально-психологическое, да, наверное, сопровождение людей, которые вернулись, особенно раненые. Вот тут тоже нужно рассмотреть. И, конечно, наша молодежь, мне кажется, патриотика для того, чтобы наши молодые люди были готовы, да, были вместе с нами готовы к партнерству. Мне кажется, здесь тоже нужно, особенно школьного возраста, молодые люди, студенты, мне кажется, это тоже очень важное направление, которое нужно будет нам развивать. И также мы же знаем, что есть программа социально-экономического развития муниципалитетов, там есть грантовые конкурсы и предоставление субсидий. Тоже, мне кажется, нужно развивать, вносить изменения и добавлять новые направления. В чем есть потребность, вот точка сбора, сейчас мы знаем, Центр по работе с волонтерами, но что нужно нам, вот даже вот в эти короба, потребность какая первоочередная по сбору гуманитарной помощи? Добрый день, меня зовут Евгений Амбросьев. Да, получается, буквально вчера у нас была встреча с нашими коллегами, всем нашим штабом, получается, и мы спрашивали, ну вот что нам требуется для того, чтобы вот все быстро укомплектовать и отправить. Вчера были озвучены такие вещи, как спальные мешки и так далее, материалы для пошива. Вот, и получается, у нас в штабе огромное количество людей, которые безвозмездно помогают каждый день получать грузы и так далее, укомплектовывать их и отправлять различные материалы для пошива этих спальных мешков, балаклав и так далее. Вот. Что говорить вообще о нашем центре, получается? Давайте вкратце расскажу про наш центр, историю нашего центра. Мы были созданы в 2011 году как главный
управляющий центр волонтеров на играх «Дети Азии». Получается, с 2011 года мы занимаемся социальным волонтерством, событийным волонтерством и так далее. У нас очень развито вот с 2020 года очень сильно развито социальное волонтерство, когда у нас открылся республиканский волонтерский корпус по борьбе с коронавирусом, получается. Мы развернули огромный штаб в нашем центре, получается. И вот начиная с марта 2020 года мы, не прекращая, работаем. Вот, а что говорить про нынешнее время? Вот, получается, 22 февраля этого года мы открыли пункт сбора гуманитарной помощи беженцам с ДНР и ЛНР у нас. До сих пор ведется данная работа. И с 25 сентября этого года мы открыли пункт приема помощи для мобилизованных из Республики Саха-Якутия, Якутия с тобой. Вот, спасибо. Спасибо, Евгения. Мне кажется, еще знаете, какая нужна помощь сейчас, в том числе и психологического характера. Мы все немного сгорели, да? Вот у нас есть такой тренинг «Как не сгореть в НКО». Но не только НКО. Мы проводили для волонтеров, которые участвовали в общественном штабе, да, волонтеры-медики, мы проводили, и запрос есть очень большой. Кстати, такого рода тренинги также мы организовывали и на Камчатке, в Приморском крае, и в Алтайском крае, Челябинской области. Я думаю, что вот если нас слышат психологи, если нас слышат службы, да, социально-психологической помощи, мне кажется, нужно вот уже на постоянной основе особенно предоставлять такого рода услуги и сопровождение, особенно нашим молодым людям, которые сейчас находятся в штабе. Вот общественная палата, да, сейчас трудится с утра до вечера, круглосуточный штаб, центр по работе с волонтерами. Наверняка в районах у нас тоже такого рода есть локации, но самое главное — это люди. Нам нужно сохранить сейчас свое психологическое здоровье, и поэтому обратить внимание на тех, кто здесь, и мы помогаем помогать, да, с вами, и поэтому ресурсные центры, лидеры некоммерческих организаций все-таки должны быть сильными и ресурсными. Да, и я хочу передать сейчас слово Алене Кычкиной. Расскажите нам о том, чем занимается ваша организация. Добрый день, уважаемые участники. От имени Российского Красного Креста, вообще хочется сказать, в этом году нашему движению 155 лет. Во всей России как было создано отделение на территории России. Вообще у нас миссия предотвращать и облегчать страдания людей, и с этого года мы переформатировали формат нашей работы, и мы активно включаемся по обучению населения оказанию первой помощи. Начинаем со школьников, студентов, и сотрудничаем с ОНО «Спасатель», про который сегодня говорили, и запланировали реализацию программы по реагированию на ЧС. То есть у нас тоже обучались добровольцы, 20 человек, и которые уже вот непосредственно приняли участие при помощи во время наводнения в Верхоянском улусе. То есть добровольцы уже у нас будут работать и на местах, и в районах. Соответственно, по поводу социально-психологической помощи населению у нас имеется тоже отдельное направление, которое тоже начинает подключаться во всех регионах. Сейчас пока что в 10 регионах работает, но мы будем тоже присоединяться к этому направлению. Мы тоже тесно сотрудничаем с Центром социально-психологической поддержки семьи и молодежи Республики Саха-Якутия. И также помимо этого приглашаем психологов, студентов старших курсов Института психологии подключаться к движению волонтеры-психологи, которые могут получить новые знания, обучиться по программам Российского Красного Креста очно, которые нас тоже предполагают
обучение более 50 часов, и, соответственно, это очень серьезная работа, потому что сейчас, как Ольга Анатольевна сказала, очень много выгорания, начиналось вот с 2020 года ковида, да, и сейчас уже и другая информационная, которая работа сейчас идет, люди очень часто вот подвергаются тоже различному стрессу огромному, и, соответственно, отбор волонтеров, психологов тоже большой, каждый проходит обучение, но желающие могут написать, зайти на сайт Добро.ру, это у нас единая информационная система для добровольцев и организаций, некоммерческих организаций и для бизнеса. И, соответственно, после регистрации волонтер находит страницу Российского Красного Креста, регистрируется как волонтер на горячие телефоны, получается, да, и уже после этого он проходит обучение, тестирование и набирается в команду добровольцев, которые работают по всей России. Потому что у нас часовые пояса очень огромные, и, соответственно, кто-то будет работать ночами, да, то есть если вот будет в Москве ночь, у нас будет утро, и, соответственно, будут помогать большее количество добровольцев. Также волонтеры, психологи нужны у нас и в чат-ботах, они сейчас очень актуальны, то есть вот молодежь, мы не очень любим общаться по телефону, да, какие-то триггеры у кого-то вызывает и так далее, поэтому любят открыть чат, написать через Telegram, и после этого вот волонтеры, психологи тоже напрямую 24/7 отвечают вот населению, которое даже можно и аудиосообщениями, то есть такая тоже прямое общение и такая вот социально-психологическая помощь. Вот, и поэтому приглашаем волонтеров-психологов, ну, то есть психологов вступать в ряды психологов, и работать тоже вот для помощи нашего населения. И, конечно же, у нас еще есть крупное тоже направление вот по реагированию на ЧС и по сбору благотворительности. Мы тоже, как Российский Красный Крест, входим в оперштаб помощи беженцам ДНР, ЛНР, тоже начали активно работу с февраля и собираем тоже денежную благотворительную помощь. Мы уже закупали и отправляли груз в Нижегородскую область, да, весной было, и сейчас мы активно помогаем беженцам-школьникам, которые находятся на территории Республики Саха-Якутия. Это 110 школьников, которым мы помогаем именно тоже в денежной форме для закупки зимней одежды, получается, ну и школьных принадлежностей, которые необходимы для школьников. Вот, поэтому активно у нас работа ведется, и, соответственно, еще, конечно, хочется сказать, что мы приглашаем и других добровольцев, которые хотят обучиться по всем нашим программам, ну, по определенным, которые они сами себе выберут. Вот. Ну, такая работа у нас будет продолжаться, и надеемся на сотрудничество с другими организациями, с бизнесом и со средствами массовой информации. Спасибо, у меня все. Спасибо, Алена. Мы действительно еще в рамках нашего проекта с вами запланировали поездку в город Красноярск, да, потому что Российский Красный Крест, представленный в Красноярском крае, он достаточно активный, профессиональный, и важно не быть здесь и сейчас закапсулированным, да, нужно и можно привлекать экспертов внешних. Это очень хорошо, когда мы видим волонтерство – это технология, наставничество – это технология. Помогать людям в трудной жизненной, в кризисной ситуации требует знания и умения, владения определенных технологий, и поэтому здорово, когда мы смотрим, как в других регионах делают для того, чтобы опробировать здесь и сейчас у нас на территории Якутии. А какой телефон вот горячей линии по оказанию психологической помощи? Скажите нам, пожалуйста. Мы, в общем, тоже подключились к общероссийской акции «Мы вместе», и тоже совместно вот Российский Красный Крест. Горячая линия, которая известна, наверное, всему населению, это 8 800 234 11. Это общероссийская горячая линия, которая работает 24/7. Туда раньше обращались наши пожилые люди во время ковида, но и сейчас тоже работа по этой части у нас совместно с Центром по работе с волонтерами тоже ведется. Спасибо. Я хочу сейчас передать слово Анжелике Анатольевне Тупицыной, руководителю ресурсного центра «Спас», руководителю православной службы помощи «Милосердие 14» и региональный координатор международного грантового конкурса. Обратите внимание, еще один грантовый конкурс «Православная инициатива».
Всем добрый день. Я вкратце расскажу о работе нашей службы. Можно пультик? Вообще мы созданы на базе Якутской епархии Русской Православной Церкви. Вся работа у нас строится вокруг и около этой структуры. Мы, собственно говоря, являемся ее неотъемлемой частью. Сама служба у нас здесь в Якутии, она родилась в 2020 году. Мы, собственно говоря, объединили все усилия наших волонтеров, наших священников в одном месте собрали. Был организован и открыт склад гуманитарной помощи, и более централизованную работу мы организовали со священниками на приходах. Сегодня слоган нашей службы «Помощь ближнему». И поэтому наши священники, когда началась специальная военная операция, ну, все знаете, наверное, священники Русской Православной Церкви, они там в первых рядах окормляют наших бойцов. И сегодня эта работа идет у нас здесь на территории республики. Мы сейчас говорим о психологической помощи. Ну, понятно, что первую помощь такую оказывают, конечно, наши священники на приходах. К нам уже приходят люди, которые вот пострадали там. Это и беженцы, и те, кто принимал участие в военных действиях. Сегодня мы также ведем сбор помощи, идет отправка. У нас специально назначены священники по взаимодействию с вооруженными силами. То есть эта работа идет, она будет идти всегда. Собственно, она всегда была, идет. Может быть, сейчас, конечно, более увеличена, потому что люди обеспокоены, приходят в храм. Сегодня наша служба – это 4 подразделения. Склад гуманитарной помощи «Милосердие» 14. Он находится на территории Спасского монастыря города Якутска. Духовное кормление наших подопечных, как я уже сказала. Механизм поиска финансирования социальных проектов фандрайзинг. Это мы занимаемся регулярно, постоянно в наших храмах, на приходах. Также у нашей службы помощи есть свой сайт, это милосердие-14.ру. Там находится форма для пожертвований, и любой желающий может зайти и пожертвовать с карты. Работают социальные столовые, это в городе Нерюнге и в городе Алдане. В этом году, если мы сейчас будем говорить о информационной открытости, то информацию о деятельности нашей службы можно найти на нашем сайте. Там есть и отчеты, абсолютно прозрачная финансовая отчетность, отчетность по мероприятиям и по использованию средств. И в этом году нас посетили наши кураторы из Фонда президентских грантов. Мы неоднократно становились победителями. Они были у нас непосредственно в службе. Вот мы как раз фотографии 2 наших куратора. У нас на территории нашей службы духовник, наш отец Корнилий, это духовник нашей службы. И вот я стою, как раз у нас там мы находимся. Вообще, вот сейчас тоже такая интересная позитивная картинка. Это мы собираем помощь. Мы думали, что как бы с пожарами все закончится. Нет, у нас, оказывается, каждый год что-то происходит на территории республики. Стихийные бедствия. Мы, конечно, оказываемся в числе первых, кто спешит на помощь. Вот сейчас у нас идет упаковка, вот видите, да, в Горный-Улус мы упаковали, отправили достаточно большую гуманитарную помощь. Сейчас вы видите владыку Романа, который несет и разгружает машину в Горном Улусе. Выезжали туда, естественно, сегодня в этом году Верхоянск. Там мы побывали несколько раз, и в конце октября еще вылетит наша миссия туда же. Опять-таки будет раздача гуманитарной помощи. Мы очень быстро нашли себе добрых друзей. Это наша авиакомпания, которые помогают нам в доставке груза, доставляют его большей частью бесплатно. Мы им за это очень благодарны. Это наша авиакомпания «Полярные авиалинии» и авиакомпания «Якутия». Вот небольшие цифры, которые я сейчас хочу привести. Это те цифры, те люди, те семьи, с которыми наша служба работает регулярно и постоянно. То есть это 200 семей, которые получают от нас помощь. В основном это продукты питания. Дети из малообеспеченных семей, они посещают наши школы воскресные, также получают помощь и вещевую, и продовольственную. Ну и, конечно, духовная поддержка людей, оказавшихся
в сложной ситуации. Но эта работа ведется постоянно. В этом году мы, кстати, впервые за годы работы решили провести конкурс социальных роликов. Мы очень рассчитывали, что к нему подключатся якутяне, но из Якутии оказался всего один ролик. Зато 38 пришло со всей России, и был один даже из Луганской области. Это было здорово. Наш конкурс стал таким международным. Мы не ожидали, что будет такой отклик на наш призыв, и как-то сразу так определилась целевая группа. Это в основном были дети. Очень талантливые, классные ролики. Мы их разместили у себя в соцсетях, на сайте. Вот сейчас вы видите фотографию, это из Санкт-Петербурга. Они заняли первое место с нашим Чироном, получили вот уже главный приз и прислали нам свою фотографию. Ну а сейчас я немножко хочу все-таки остановиться на одном из мощных проектов, который реализуется сегодня на территории республики. Это арктический десант. Этот проект был создан и разработан ресурсным центром «Спас» и получил поддержку грантового конкурса «Православная инициатива». Я просто хочу обратить на этот проект внимание вас, потому что, да, мы ни в коем случае, мы всегда поддерживаем военную операцию и готовы, и собираем средства и так далее, но все-таки хотелось бы, чтобы наш тыл, он был мощным, сильным, и Арктику, не надо о ней забывать, надо понимать, что это стратегическая территория нашей республики, не только нашей республики, а нашего государства. И глава государства об этом говорил неоднократно, и хотелось бы, чтобы мы не оставляли без внимания этот мощный тыл, потому что там наши люди тоже нуждаются в помощи. Даже в небольшой помощи, а просто во внимании, хотя бы так. Поэтому давайте не будем тоже и забывать и о них. Мы их сегодня поддержим, и это будет наш мощный такой тыл, который обеспечит и наши территории, и обеспечит, и, возможно, в будущем и продуктами питания тоже. Арктический десант, в нем приняли участие 5 организаций, половина находится здесь. Плюс подключились еще дополнительные партнеры. Это и телеканалы, и сама Православная служба помощи милосердия 14, часть подразделения Русской Православной Церкви, СВФУ к нам присоединился, Союз детских общественных организаций. И плюс я хочу немножко рассказать, как он у нас проходил. Понятно, что большая часть организаций была из города Якутска, но и часть организаций присоединилась к нам там непосредственно на земле из арктической зоны. Одна из них это вот юные оленеводы организация и общественная организация Харысхал по поддержке коренных малочисленных народов Севера. Она находится в Верхоянском районе. То есть мы с ними плотно отрабатывали адресную помощь. Если вот мы как раз сейчас будем говорить об адресной помощи, то мы предварительно, чем выехать, к ним туда, мы собрали конкретно список, что нужно. Нам сказали, давайте вы привезете вакцину для животных. Мы взяли вакцину, привезите палатки. То есть мы не везли там 120 тысяч подарков на Новый год, а взяли то, что действительно там было нужно. Потом надо понимать, что такая помощь, когда она идет, очень высокие транспортные расходы. Поэтому, конечно, ты рассчитываешь каждый грамм и хочешь, чтобы этот грамм, он дошел туда, куда нужно, и оказал ту поддержку, которую нужно. Мы старались делать именно так. Сейчас проект, он затрагивает 7 районов, 5 из них это районы Арктики. Мы затронули 18 населенных пунктов, оказали гуманитарную помощь в районе 2 тонн. 500 человек у нас приняли участие в лекториях, раздали литературу православную, провели соревнования. У нас вот как раз здесь главный судья наших соревнований сидит на национальном празднике Винек. Провели скрининг здоровья, потому что в составе десанта были врачи. Было несколько специалистов, собрали и провели анализы и консультации
редких специалистов провели. Ну и, соответственно, с нами была съемочная группа, 2 съемочных группы, и мы смогли осветить деятельность по проекту на федеральных телеканалах, таких как «Спас» и «Россия-24». Вот сейчас вы видите, как мы находимся там, в оленьих стадах. Ну, у меня все по работе нашей службы. Сегодня мы работаем, в храмах идет сбор помощи. Пожалуйста, если кто хочет пожертвовать, всегда можно прийти в любой храм Русской Православной Церкви, оставить там свое пожертвование или принести все, что для фронта вы хотите пожертвовать. Но хотелось бы с вашей стороны все-таки видеть, да, новые вещи, хорошо упакованные, ну или хотя бы чистые, потому что у нас с этим тоже проблемы. Если хотите пожертвовать продукты питания, наш склад гуманитарной помощи находится на территории Спасского мужского монастыря. Он находится рядом с музеем Ярославского. Курашова, 4 наш адрес, прямо в самом центре города. Мы также рассчитываем на сотрудничество с бизнесом, о продолжении, если будем говорить сейчас о продолжении проекта «Арктический десант», потому что хотелось бы иметь все-таки регулярную помощь ежегодную, чтобы мы смогли там спокойно работать, открыть свои миссии гуманитарные, не только гуманитарные, но и духовные в том числе. У меня все. Спасибо большое, Анжелика Анатольевна. Я хочу еще раз отметить, да, что проекты, которые мы разрабатываем, мы можем в одиночку их разработать, но реализовать в одиночку ни один проект невозможно. Это только команда и партнерские связи, и это горизонтальные связи в основном, которые нам помогают достичь конкретно эффективных, качественных, количественных результатов. И мы хотим один короб точно вашей организации пожертвовать, передать, зафиксировать и отправить отчет в фонд президентских грантов. Это точно нужно сделать. И да, здесь у нас в студии присутствуют представители некоммерческих, активные лидеры некоммерческих организаций Омского района, которые когда-то приходили в наш единый ресурсный, говорили, а как писать эти проекты, с чего начать. Сейчас они уже хронические, я бы сказала, победители фонда президентских грантов. И это очень важно. Я хочу зафиксировать, что мы НКО, мы не только созданы и создаемся для выполнения общественно полезной функции, но мы еще инвесторы, потому что за 3 года 2020, 2021, 2022 270 миллионов рублей некоммерческие организации Якутии привлекли на территорию в виде грантов, внешних, федеральных, от крупных грантооператоров и доноров. Я этим горжусь, и каждая, мне кажется, новая услуга, каждый новый продукт – это тоже инвестиции. То, чтобы качество жизни наших людей и уровень жизни, он повышался. И я вот сейчас как раз мы в тренде, да, у нас есть бизнес-компания за столом, очень здорово. Я хочу сейчас предоставить слово Местникову Алексею Александровичу, заместителю генерального директора акционерной компании «Железные дороги Якутии». Всем добрый день. У меня выступление краткое. Значит, хотел начать с того, что наше предприятие, оно социально ориентированное, и руководство нашей компании уделяет большое внимание развитию социальной политики как внутри предприятия, ну и за ее пределами. Ну и у нас налажены партнерские отношения с муниципальными образованиями, по территории которых мы проходим, с республикой и с обществом. Мы участвуем во многих мероприятиях культурных, спортивных, ну и реализуем различные социальные проекты. Значит, сегодня наступили трудные времена для всей нашей страны. Ну и коллектив нашей компании всецело разделяет ту социальную ответственность, которая легла на плечи каждого россиянина в связи с необходимостью оказания помощи жителям ДНР, ЛНР, защитникам нашей Родины. Значит, наша компания практически с самого начала конфликта на Донбассе не могла остаться безучастной. Ну и на протяжении уже 8 лет мы оказываем адресную помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик. Ну, как пример могу привести, что мы, начиная с 2015 года, направляем детям Донбасса ежегодно новогодние подарки.
Вот, ежегодно около 2000 подарков. Значит, в поселке Амвросевка, ДНР, мы построили детскую площадку. В 2017 году мы провели международный конкурс машинистов, на который приглашали донецких железнодорожников, и они приняли активное участие. Ну и, значит, нами была оказана помощь 40 семьям, которые потеряли родителей на войне в Донбассе. Ну и в текущем году мы также оказали гуманитарную помощь на Донбассе. И в августе текущего года, значит, закупили биохимический анализатор за 500 000 в Кировскую областную больницу. Но это вот только часть я перечислил. Ну и хотел сказать, что впредь руководство нашей компании и коллектив будет придерживаться того же плана и политики, ну и будет оказывать посильную адресную помощь пострадавшим и нуждающимся в гуманитарной и социальной помощи гражданам освобожденных территорий, ну и военнослужащим, защищающим границы нашей Родины. Значит, ну и хотел бы, так сказать, призвать коллег по цеху, бизнес, отраслевые предприятия, также придерживаться такой же политики, начинать, продолжать ее. Ну и как Анжелика Анатольевна сказала, у нас обязательно должен быть мощный тыл. Мы должны не ослабить, а усилить ту деятельность, которую мы ведем на территории республики, чтобы она была без боев и успешной. У меня все. Спасибо. Я еще хочу добавить чуть-чуть. Спасибо большое вам, Железные дороги Якутии. Они являются нашими партнерами, поддерживают клубы наши патриотические, православный военный патриотический клуб «Молодая Якутия» в городе Алдане. Поддерживают материально, и там очень мощное такое движение, как раз патриотическое, как раз вот то, что нужно сегодня. И они вкладываются уже там, наверное, очень давно, уже несколько лет, и сегодня у нас очень хорошие результаты в этом направлении. Как раз вот там церковь и бизнес очень хорошо работают на месте. Спасибо вам большое. Можно реплику по психологическим службам расскажу? А то что-то вы так много сказали, и, по-моему, вы не правы тут. Сейчас, подождите, передадим вам слово. У нас еще есть один спикер, он у нас онлайн. Алексей Александрович, спасибо большое. Мне кажется, что мы должны друг другу посмотреть в глаза. Порой мы не знаем, что делает бизнес, да, что есть корпоративные волонтеры, что есть программы ESG, достаточно грантовые конкурсы, кстати. Мы должны об этом знать, можно назвать крупные: Алроса, Алмаз-Эргенбанк, Полиметалл, Селигдар. Это организации, которые делают очень много и в зоне своей присутствия, и не только. Да. Я с удовольствием хочу предоставить слово Елене Александровне Волковой, министру труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, Елена Александровна. Добрый день, уважаемый Георгий Николаевич, уважаемая Ольга Анатольевна, уважаемые коллеги. Значит, тема моего выступления звучит как информация о мерах поддержки семей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Но, значит, вот с учетом того, что коллега вот буквально, значит, остановились на поддержке по непосредственно тем, кто приехал из республик ЛНР, ДНР и с территории Украины, я буквально очень коротко остановлюсь, прежде чем перейти на основную тему. Хочу отметить, что правительством Республики Саха-Якутия с начала военной операции, соответственно, приняты, значит, комплекс мер по поддержке таких граждан, развернуты пункты временного пребывания, соответственно, оказывается комплексная медико-социальная поддержка. Те граждане, которые нуждаются в психологической помощи, получают необходимую помощь через психологические центры. Оказывается содействие в, значит, восстановлении документов и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, с точки зрения мер социальной защиты мы, так скажем, в постоянном режиме
находимся значит, в контакте с выплатными центрами, и, соответственно, все те граждане, которые приезжают к нам в республику, они получают те выплаты, которые установлены на уровне Российской Федерации, это на каждого из приезжающего по 10 тысяч рублей. Производится большая работа по уточнению списков, и, соответственно, буквально, значит, недавно также по решению президента страны мы приступили к организации работ по новым выплатам, которые направлены на поддержку семей, приезжающих с данных территорий. Соответственно, это 8 выплат, и работа эта сегодня уже, значит, началась, и начались выплаты. Я просто буквально перечислю, значит, сегодня граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, которые вынуждены покинувшие территории этих государств и прибыли на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 года, они в соответствии с указом президента Российской Федерации имеют право на ежемесячную пенсионную выплату в размере 10 тысяч рублей, ежемесячную социальную выплату инвалидам в размере 10 тысяч рублей. Это доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 3 тысяч рублей. Это ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5 тысяч рублей. Это единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей. Это единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей. Ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4 тысяч рублей. А в случае, если ребенок находится под опекой, 15. Ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей. То есть это вот комплекс дополнительных выплат, который уже установлен с 1 июля 2022 года. Значит, помимо той единовременная выплата, о которой я сказала, в размере 10 тысяч рублей на каждого приезжающего с данных территорий. И, соответственно, значит, данные меры имеют характер, значит, поддержки до уже оформления статуса непосредственно гражданина Российской Федерации. И, соответственно, как только статус этот оформляется, все эти граждане, они имеют полное право уже претендовать на меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации для граждан Российской Федерации. Вот. Но это буквально коротко. Перехожу на основную, значит, тему, заявленную о мерах поддержки семей военнослужащих. Уважаемые коллеги, вы прекрасно знаете, что главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым подписан указ о мерах поддержки семей военнослужащих, семьям военнослужащих и граждан мобилизованных в соответствии с указом президента Российской Федерации от 21 сентября. В целях поддержки семей военнослужащих главой республики установлены 7 направлений поддержки. Это поддержка семей, это поддержка детей, это поддержка родителей мобилизованных наших граждан. В частности, это оказание единовременной материальной помощи семье в размере 200 тысяч рублей. Это поддержка детей, отец которых мобилизован. Это и освобождение от платы в детских садах. Это бесплатное питание учащихся с 5 по 11 класс. Это предоставление детям путевок в детские оздоровительные лагеря от 7 до 18 лет. От 6 лет до 18. Это приоритетное заключение договоров на целевое обучение в высших и средних заведениях профессионального обучения. Это повышенные стипендии для студентов и, соответственно, для родителей помощь в приобретении санаторно-курортных путевок. Необходимо отметить, что также главой республики принято решение по распространению этих мер поддержки и на те семьи военнослужащих и граждан, которые ранее, уже после 24 февраля 2022 года в добровольном порядке заключили контракты и приняли участие или принимают участие в решении специальных военных задач в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Хочу отметить, что буквально на днях правительством республики принят порядок межведомственного взаимодействия
который определяет схему взаимодействия между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, многофункциональным центром, которое позволит обеспечить подачу заявления в виде комплексного заявления на все вышеизложенные меры поддержки и, соответственно, даст возможность нашим семьям не обращаться в множество различных инстанций и подтверждать документами в этих инстанциях свое право, обеспечит именно подачу по принципу единого окна. Один раз будет происходить сбор этих документов и, соответственно, их рассмотрение данного заявления. У нас уже третий день идет открыт прием во многофункциональных центрах Республики Саха-Якутия таких заявлений. И, соответственно, уже третий день через портал государственных и муниципальных услуг Е-Якутия также обеспечен прием заявлений от семей мобилизованных граждан. Здесь хочу особенно остановиться на том факте, что подтверждение того факта, что семья является семьей военнослужащего, вот этот процесс будем организовывать мы, Министерство труда, с нашими органами социальной защиты во взаимодействии с военным комиссариатом Республики Саха-Якутия. То есть подтверждать отдельной справкой то, что член семьи является членом семьи военнослужащего, здесь нет надобности. Комплексное заявление подается, как я сказала, уже через ГАУ МФЦ и портал с минимальным пакетом документов. Это документы, понятно, удостоверяющие личность, паспорт, это документы, подтверждающие родство, супруги, детей, это свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, какие-то, возможно, есть и будут решения судебных инстанций, это реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации. То есть вот это минимальный перечень документов, которые потребуется приложить, и, соответственно, все остальные процедуры берет на себя орган соцзащиты, он подтверждает факты совместного проживания, если это необходимо, по конкретной семье. Орган соцзащиты запрашивает, соответственно, ЗАГС, подтверждает тот или иной факт акта гражданского состояния. И, что самое главное, подтверждает этот статус члена семьи военнослужащего совместно с военкоматом. Уже после этого, соответственно, при подтверждении начинаются процедуры назначения той или иной меры социальной поддержки. Уведомление о подтверждении направляется через многофункциональные центры в органы образования, в Министерство образования, с тем, чтобы коллеги уже смогли на базе данных сведений назначать и те меры поддержки, которые будут предоставляться через систему образования. Вот. Наверное, если коротко вот так, готова ответить на вопросы. Спасибо большое, Елена Александровна. У меня, наверное, вопрос, как у представителя некоммерческой организации ресурсного центра. Мы сейчас взаимодействуем, с Нерюнгринским районом, Алданским и Мирнинским. Скажите, пожалуйста, а в чем запрос Министерства труда и социального развития сейчас Якутии к некоммерческим организациям в этих районах? Чем мы можем помочь? Какая прямая, материальная, гуманитарная или в услугах, продуктах нужна помощь сейчас? Вас не слышно, Елена Александровна? Ага, подключилась. Слышно меня, да? Да, Ольга Анатольевна, мы этот вопрос с вами обсуждали, буквально. Сегодня, скорее всего, по тем гражданам, которые у нас прибыли, с территории и находятся здесь, здесь необходимо отметить, что, слава богу, у нас большинство из них, они трудоустроены. Если, приехали женщины с детьми, они приехали к своим мужьям, которые сегодня работают, во многом, различных предприятиях, организаций, включая добывающие промышленность и так дальше, Вот. И службы занятости
занятости отрабатывают, значит, предлагаются различные вакансии, чтобы человек тоже мог быть трудоустроен своевременно. Здесь, наверное, с точки зрения некоммерческого сектора, да, я бы предложила обратить внимание на тех, кто у нас находится в пунктах временного размещения, да, соответственно, их количество не такое большое, но здесь, наверное, это наиболее уязвимая категория, где мы совместно с вами могли бы оказать необходимую поддержку, Ольга Анатольевна. Возможно, это и с точки зрения, значит, тех самых предметов одежды. Да, вот. Хочу отметить, что каждая семья в пунктах временного размещения, она закреплена за органом власти. Мы в постоянном режиме, в принципе, проводим вот эту работу, значит, по оказанию необходимой помощи. Ну, я думаю, что нам совместно с вами, если мы, значит, объединимся, и дальше вот, это будет более эффективно. Да, спасибо большое, Елена Александровна. А какая сейчас вот количество беженцев у нас на территории республики, для понимания, для коллег, сколько у нас сейчас? У нас прибыло в Республику Саха-Якутия более 700 человек. Вот. Понятно. Более 700 человек, значит, сколько у нас в пунктах временного размещения? 27 человек находится. Вот это, в принципе, ну, можно сказать, несколько семей, о которых я как раз сейчас озвучила, да? Вот. Все остальные у нас, значит, они, эти семьи, как уже было сказано, приехали либо к родственникам, к мужьям, значит, соответственно, многие из них трудоустроены, и, значит, каждая из этих семей находится под, так скажем, ну, я не хочу сказать контролем, да, но каждая из этих семей мы знаем, да, какова у этих семей потребность в каких-то услугах, им предлагается, да, значит, из вышеперечисленных вот, мною, да, значит, видов помощи. В обязательном порядке дети устраиваются в образовательные организации, детские сады, школы. Оказывается, Министерством образования оказывается всемирная поддержка с точки зрения, значит, поступления в средние учебные заведения, значит, среднеспециального образования. Вот. Поэтому, конечно, да, помощь она оказывается. Значит, ну вот именно с точки зрения пунктов временного размещения, наверное, здесь можно было бы еще совместно поработать. Понятно, спасибо большое. У меня вопрос еще. А сколько семей у нас вот мобилизованных, откуда люди ушли? Есть уже статистика, сколько среди них многодетных и так далее? Нет, вы знаете, у меня такой статистики мы не владеем сегодня, да, это вопрос все-таки, наверное, военного комиссариата. Сейчас мы только начинаем собирать заявления, соответственно, от наших граждан о, значит, предоставлении помощи. Хорошо, спасибо, Елена Александровна, что нашли время, подключились к нам. И вот Александр Григорьевич Подголов, да, у нас хотел сказать информацию, я так поняла, он, к сожалению, ушел, о том, что у нас действует республиканский телефон доверия 8 800 100 35 50. Вы можете обратиться к психологу, получить бесплатные психологические госуслуги в рабочие дни, также по предварительной записи 31 91 09. И у нас поступил вопрос от участников, которые подключились онлайн, а Набарский УЛУС предлагает сотрудников соцзащиты и сотрудников администрации, ответственных, собрать в одну группу, ну, мы так предполагаем, видимо, группа WhatsApp. Ну, да, объединение хорошо в информационном поле. И вопрос, в чем заключается статус волонтера-психолога, выдаются ли сертификаты, удостоверения. Это, кстати, не первый вопрос уже. Действительно, молодой человек, который стал волонтером, можно ли, может, Евгений Евгеньевич нам ответит, где-то получить удостоверение и как это можно применить в ВУЗе, СУЗе, на месте работы и так далее?
Да, получается, наш центр выдает личные книжки волонтеров. Нужно просто с нами связаться, и мы направляем на электронную почту заявление, где нужно вот руками все расписать и принести с собой фотографию. Получается, мы, исходя от данного заявления, делаем волонтерскую книжку и потом выдаем лично в руки. Волонтерские часы добавляют дополнительные баллы при поступлении, ну, в частности, в нашем Северо-Восточном федеральном университете, а также в других больших университетах нашей страны. Вот, да, среднее профессиональное образование тоже входит, вот, наши волонтерские книжки помогают при поступлении в СПО. Можно, Ольга Анатольевна, я еще добавлю. Получается, ну вот добровольцы, которые вот системно занимаются, да, вот как наши крупные всероссийские организации, волонтеры Победы, волонтеры-медики, серебряные волонтеры, которые вот у нас работают уже который год, практически каждый день системно ведется работа. Все вот эти добровольцы, которые вступают вот в всероссийские движения и вообще в добровольческое движение Якутии, они вот, как Евгений сказал, получают волонтерскую книжку, плюс еще волонтер, каждый по своей воле может пройти обучение в университете онлайн и получить, вот, например, если он станет волонтером-психологом, может пройти обучение в университете либо по программам Российского Красного Креста и получить то или иное удостоверение о том, что он вот прошел такой-то курс по такой программе и в количестве каких-то вот определенных часов. То есть это все уже доступно каждому волонтеру, кто хочет вот получить новые знания и работать во благо населения. Спасибо. Еще один вопрос онлайн поступил. Какая у нас есть ступенчатая поддержка или знаки, отличительные знаки волонтеров, доноров, благотворителей в республике? Но я думаю, что это вопрос предложения. Ну, получается, волонтеров, доноров именно, которые приносят, именно благотворители имеется в виду, да? Получается. Волонтер, вот есть у нас в республике знак волонтера. Да, допустим. вот, например, волонтер начинает работу, вот первое то, что он получает, либо это какое-то благодарственное письмо, сертификат о том, что он принял участие на каком-то мероприятии, после этого он уже начинает свою работу. Есть добровольцы, которые вот именно во время ковида начали, во время вот акции Республиканского волонтерского корпуса, мы вместе начали свою работу, приходили каждый день, работали по 8 часов, и, соответственно, человек вот через 2 месяца получил, например, благодарственное письмо от Росмолодежи, либо памятную медаль от Владимира Владимировича Путина. То есть это тоже очень большая награда для добровольцев. И, соответственно, сейчас тоже мы стараемся тоже выдавать такие различные награды. И, соответственно, есть нагрудной знак за вклад в развитие добровольчества в Республике Саха-Якутия. То есть здесь волонтеры могут получить после ходатайства от какой-либо организации, в которой он помогает, либо от человека, который его поддерживает, через 3-5 лет после его добровольческой деятельности волонтер может получить такой знак. Вот. И еще Центр по работе с волонтерами выдает единую карту волонтера-добровольца, которая тоже как система лояльности помогает волонтерам получать какие-то бонусы, скидки в определенных магазинах, предприятиях, которые являются партнерами Центра по работе с волонтерами. То есть тоже поддержка есть всесторонняя, и плюс еще волонтеров помогают ездить на различные образовательные программы. Вот Евгений Евгеньевич тоже очень много ездил, обучался, сам начинал со школьной скамьи волонтером, и сейчас уже является заместителем директора Центра по работе с волонтерами. То есть тоже карьерный рост тоже может быть, есть тоже как стимул для для волонтеров тоже в каком-то смысле может быть. Поэтому и обучение, и форумы, на которые тоже помогают волонтеров отправлять, получается. Да, и, видимо, как предложение сделать знак меценату, донору, благотворителю, который внес вклад или поддержал в трудное время республику. Угу. Да. Хотите добавить что-то, да? Хотел бы реплику сказать, насчет
Александр Григорьевич, я не говорю, что их нет психологов, я знаю, что их нет, есть. Но просто сейчас такой вал звонков, просто этих психологов не хватает. Для людей, которые вот матерей, для жен. Разговоры длятся минимум 2 часа. И вот в этом направлении я вот хорошо... Просто вот приедет еще другая категория, для которых у нас уже нет специалистов, которые не могут с ними работать. Вот про это я говорю. Ну, я так понимаю, что житель спрашивает про советские времена, когда у нас донором крови какие-то социальные льготы были. Сейчас, к сожалению, такого у нас вроде нет. И другие меры какой-то поощрения, которые Алена Ивановна сказала, да, мы поддерживаем, мы направляем наградные документы в адрес и президента Российской Федерации, который в прошлом году он поддержал достаточно много. Спасибо. Спасибо, Елена Александровна. Хотела дополнить, да, что-то? Да, вот как раз буквально в ходе нашего обсуждения, есть предложение следующего, да, характера. Сейчас как раз в рамках усиления психологической поддержки Министерства труда со своими подведомственными организациями мы также приняли у себя внутреннее решение. Все наши подведомственные организации, там, где есть психологи, они буквально все будут подключены, да, именно к данной проблематике. Предположим, у нас уже с августа месяца реабилитационный центр, всем известный как центр на Рихардозорге в городе Якутске, он уже начал стационарную социальную реабилитацию для тех военнослужащих, которые вернулись и нуждаются в такой реабилитации. В рамках этой программы также работают психологи. Этот объем по потребности мы будем обеспечивать в стационарных услугах. Соответственно, нами принято решение, чтобы, Ольга Анатольевна, вы хорошо знаете нашу систему организации социального обслуживания семей с детьми. Также разрабатываем сейчас отдельную программу по социальной реабилитации семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в тех семьях, в которых есть член семьи военнослужащий, мобилизованный, и наши социально-реабилитационные центры к этому процессу также подключатся. Будет составляться отдельная программа социальной реабилитации, как раз в рамках которой, полагаю, что мы могли бы с вами наладить такой, контакт, где ваши волонтеры, благотворители, некоммерческие организации могли бы подключиться и, помочь данной семье. Под, так скажем, курацией социально-реабилитационных центров. Как вы на это смотрите? Спасибо за предложение. Я думаю, что это как раз четко сформулированный государственный заказ, который мы от вас, да, который мы должны сейчас проработать и точно принять к сведению. И не только психологов, мне кажется, сейчас не хватает во время ковида, а мы занимались социально-психологической, социально-педагогической поддержкой выпускников детских домов, которые остались без средств существования, с детьми, без образования и так далее. И мы психологи, у нас в фонде работает, да, 2 психолога, и мы знаем, что иногда уже нужно выйти за пределы 1-2 консультаций, нужны клинические психологи сейчас и психотерапевты. Психотерапевтическая помощь – это очень это уже профессиональная медицинская помощь. У нас есть, да, но онлайн мы можем подключать и делать такого рода консультации, но только онлайн. Потому что в Ангарске живет наш психотерапевт. И это вообще служба. И нужно понимать, коллеги, что это не 1-2 консультации, это сопровождение, это может продлиться и месяцы, 2, и 3, и чтобы закрыть случаи, да, психологические, иногда это и полгода, и год, и так далее, в зависимости от тяжести случая, так скажем, травмы, зависимости и прочее. Спасибо, мы примем к сведению и готовы включиться в программу социальной реабилитации, как партнеры социальной, Министерства труда
социального развития Республики Саха-Якутия, но я приглашаю также всех, кто нас слышит, да, и кто участвует, и кто готов, в том числе из некоммерческого сектора. А также у нас есть коммерческий сектор, между прочим, это психотерапевтические, психологические службы. Мы тоже социальные предприниматели, мне кажется, можно было бы и к ним обратиться. Хорошо, спасибо, принято. И, коллеги, в студии вопросы есть? Мы должны с вами уже завершать наше мероприятие. Как мы сегодня говорили, один из самых главных ресурсов – это время сейчас, да. Ну, я думаю, что эта встреча, она действительно оказалась диалоговой площадкой, площадкой для обмена мнений, предложений. Мы узнали точки входа за различного рода помощью и услугами. Мы узнали потребности, мы увидели, услышали запросы. Я надеюсь, что в муниципалитетах тоже примут сведения. Надеюсь на то, что мы сейчас выстроим вот это партнерство на локальном уровне, на региональном уровне, потому что, мне кажется, вот сообщества, особенно местные, да, они должны сейчас сформировать такую особую культуру солидарности. Мы должны сейчас убрать вот этот принцип, что нам чего-то не хватает, кто-то виноват и так далее. Мне кажется, сейчас вот задача особенно лидеров некоммерческих организаций – это сплачивать людей, опираться на местных лидеров, местных сообществ, представителей власти, бизнеса, развивать людей, помогать людям на местах находить ресурсы, помощи вначале у себя, внутри, потом на территории, убирать вот эту выученную беспомощность и давать веру в то, что есть возможность развития. Всегда. Ресурсы есть всегда. И мы вместе. Спасибо за участие.